К другим темам. В минувшую пятницу в Мирном состоялась традиционная выставка-ярмарка «Бизнес-Экспо». Участники, местные предприниматели, смогли показать населению свои товары и услуги. Увидеть и оценить предлагаемую продукцию смог и Руслан Фаткулин. Уже в 7-й раз в Мирном состоялась выставка-ярмарка «Бизнес-Экспо». Конечно, в больших городах это мероприятие проходит с большим размахом, и посетителям предлагают все новые и новые виды продукции. У нас же спектр услуг и товаров несколько устоялся, и удивить мирнинцев чем-то действительно новым сложно. Но одной из задач выставки является не только реклама, но и поиск новых партнеров и клиентов. Хотя для некоторых участников вопрос сбыта не стоит. Например, владелец собственной пасеки, директор Мирнинского регионального технического колледжа Владимир Березовой, хоть и не является индивидуальным предпринимателем, впервые решил принять участие в «Бизнес-Экспо». Качество его продукции признано экспертами как очень высокое. Не так давно в Якутске проходила республиканская выставка «Продовольствие-2014». И там все товары, все виды продовольствия делились на различные категории, в том числе и мед. Мед был представлен, как мне потом рассказали, несколькими производителями с разных районов. Жюри оценило мед Мирнинского района как лучший якутский мед. Лучшая реклама – предоставить товар или услугу клиенту бесплатно. Так, например, о себе могли заявить салоны маникюра. И дамы не замедлили воспользоваться этим. Вообще на «Бизнес-Экспо» было немало участников, представляющих широкий спектр услуг, от банковских и пошивочных до туристических и торговых. И многие из них имеют активную социальную позицию. Это хорошо показал случай с пожаром, когда сгорел двухэтажный дом на проспекте Ленинградский. Очень много предпринимателей поддержали жильцов, пострадавших во время пожара, и по предоставлению первых необходимых принадлежностей. То есть очень активную позицию в городе Мирном имеют наши предприниматели. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этих мероприятиях. Как сегодня отмечают сами предприниматели, если раньше им приходилось с неимоверным трудом пробиваться через бюрократические стены, то теперь условия для развития бизнеса стали намного комфортнее. Условия созданы, и более того, с каждым годом развитие предпринимательства становится, скажем так, государство больше обращает внимание на предпринимателей, больше уделяет нам времени, средств и так далее. Ведь существует программа субсидирования, которой можно воспользоваться, всю эту информацию можно узнать в бизнес-центре, в администрации, в отделе потребительского рынка. И деловой клуб предпринимателей также информирует предпринимателей, бизнесменов о том, что такие программы существуют, и они дают свои результаты, дают свои плоды. Но пока этого явно недостаточно. Заниматься предпринимательством в условиях Крайнего Севера сложнее вдвойне. Поэтому властям всех уровней нужно создать еще лучшие условия для бизнеса. Тогда и мирнинцы начнут получать их действительно качественную продукцию и услуги.